ребята, здравствуйте! Суммативное оценивание за раздел «Планеты и спутники». Прослушайте текст. Далеко на восточном краю Земли находился золотой чертог Гелиуса, бога Солнца. Каждое утро, когда начинал розоветь восток, розовоперстая Эос открывала золотые ворота. И из ворот выезжал Гелиос на своей золотой колеснице, которую влекли 4 белых, как снег, крылатых коня. Стоя в колеснице, Гелиос крепко держал поводья своих буйных коней. Весь он сиял ослепительным светом, испускаемым его золотой длинной одеждой и лучезарным венцом на голове. Его лучи озаряли сначала самые высокие горные вершины, и они начинали пылать, словно были охвачены буйными языками огня. Все выше и выше поднималась колесница, и лучи Гелиуса лились на землю, давая ей свет, тепло и жизнь. После того, как Гелиус достигал небесных высот, он начинал медленно спускаться на своей колеснице к западному краю земли. Там, на священных водах океана, его ждала золотая ладья. Крылатые кони вносили колесницу с седаком прямо в ладью, и Гелиус несся на ней по подземной реке на восток в свои золотые чертоги. Там Гелиус отдыхал ночью. С наступлением дня он снова выезжал на своей золотой колеснице на небесные просторы, чтобы дарить свет и радость земле. Послушайте ключевые слова. Миф, Солнце, Гелиус, колесница. Определите тему текста. Миф о Солнце. Выпишите ключевые слова из текста. Миф, Солнце, Гелиус, колесница, лучи, кони. Определите тему текста. Ответ В. Миф о Солнце. Расскажите о значимости планеты Солнца для Земли. Приведите 2-3 аргумента, употребите в монологе фразеологизмы, паронимы, заимствованные слова. До свидания, ребята. До следующих встреч.